Тяжелая техника укатывает завершающий слой основания будущего футбольного поля. Свыше 10 тысяч кубов мелкого щебня выравнивают строго по технологии так, чтобы вода стекала по краям, а не скапливалась в центре поля. Строительство спортивного объекта начали несколько месяцев назад на месте старого стадиона. Как признаются сами специалисты, основные трудности были связаны с установкой на поле дренажной системы и минусовой температурой. Проект здесь идет покрытие уравнивания грунта, утрамбование грунта нижнего, потом идет щебенчатое основание. Толщина 15-20 сантиметров по техзаданию. Потом идет песчаная подготовка под траву, искусственную траву. Вот этот процесс практически идет к завершению. Небольшая заминка в связи с погодными условиями. Я так думаю, примерно в течение недели-полторы все это уже будет утрамбовано. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни». По плану на территории стадиона диаметром 70 на 100 квадратных метров будет все необходимое для комфортной игры в футбол и других легкоатлетических спортнаправлений. Искусственное покрытие европейского качества. Футбольное поле 65 на 96 Б. По периметру картхуге, 3D-забор так называемый. Круг, полукруги и беговые дорожки будут системы Эпуфлор, двухслойное резиновое покрытие. Здесь у нас полностью у поля в дренажной системе, водоотвод, будет колодец, все будет направлено туда. Новый Редан по праву считается футбольным селением. С 1996 года здесь две футбольные команды ежегодно борются за титул в чемпионате республики. Ильяс Евлоев, игрок команды «Барт», ждет с нетерпением новую домашнюю арену. Сейчас местным приходится ездить в Малгобек на матчи. Однако, судя по темпам строительства, совсем скоро домашние встречи ребята смогут проводить в родном селе. 1996 года в чемпионате Лоушхант футбол. Каждый день сейрен лоус. Каждый шерцатся команд в чемпионате. Ханаханит хаюрт рик лоузш. Кончу асовот тер бадрялч. И поле баже. Чуадик юрт нахадик совот хант. Барклу алло юрт нахай маснер. И поле бедагди хачин патчаха министр спорта Федерации футбол. Селение быстро развивается. За последние годы в Новом Реданте построили школу, детский сад и спортивную площадку. Проводился прием недели, обратились ребята с этого Реданта, с этого села, чтобы нам тоже хотя бы построили бы хотя бы мини-футбольный стадион. Я вышел это предложение на главу республики. Глава республики, в свою очередь, дал поручение министру рассмотреть этот вопрос. И в кратчайший срок вопрос был решен, что не мини-стадион будет строиться после Нового Реданда, а большой обычный стандартный футбольный стадион. Представители Минспорта республики с депутатами с первого дня контролируют и следят за процессом строительства. По заверению Магомеда Мургустова, подрядчик заслужил доверие. К работе претензий нет. Задержек никаких нет у нас идет все в полном режиме. Просто надо учесть еще, что мы ждем плюсовую температуру, потому что и искусственное покрытие, и беговые дорожки, они должны качественно, их укладка должна произвести качественно, и нужна плюсовая температура, чтобы они сохранили срок. Подрядчик гарантирует идеальное искусственное покрытие на протяжении минимум 10 лет. Строительство планируют завершить этой весной. Открытие стадиона отметят футбольным кубком республики. Идрис Ижиев, Магомед Дедигов, Новости 24.